В Алданском районе организовали турниры по целому ряду спортивных видов. Соревнования провели ко Всероссийскому дню спорта. Сюжет нашего корреспондента в Алдане Татьяны Вахниной. Февральским днем на лыжных трассах Алдана, несмотря на 40-градусный мороз, было жарко. Огонь соревнований созвал на старт более 20 лыжных гонщиков. Спортсмены и поклонники зимних видов спорта приняли участие в массовом забеге, который прошел в рамках празднования Всероссийского дня спорта. Этот праздник посвящен победе нашей национальной сборной России в Сочинской Олимпиаде. И участников у нас будет где-то больше 200 человек. Это приехали, значит, из Курамнаха. 3 автобуса, приехали наши все организации, которые находятся в Алдане. В рамках празднования Всероссийского дня спорта всюду проходили показательные выступления, игры и соревнования. В тире Центра подготовки лыжников алданцы испытали меткость и сноровку в пулевой стрельбе. В спортзале в нешуточной битве по волейболу сошлись сотрудники крупнейших предприятий «Газпрома» и горнорудной компании «Алдан-Золото». Весьма оживленно было и в спорткомплексе «Металлург». Конькобежцев здесь собралось немало. В товарищеском матче померились силами хоккеисты. Сборная Нижнего Куранаха выиграла у алданцев со счетом 9-0. Двери действующих в Алдане секций были открыты всем желающим. Я считаю, что Алдан – это лыжный регион республики, и мы должны культивировать, и это бренд Алданского района. Масштабные мероприятия как общероссийского, так и мирового уровня являются своеобразными планками, позволяющими не только оценить собственные силовые резервы, но также стимулировать повышение спортивного мастерства. Победы российских спортсменов в Сочинской Олимпиаде воодушевят членов сборных на новые свершения, а также привлекут к занятиям физкультурой большее число людей. Татьяна Вахнина, Дмитрий Заливин, НВК «Саха», Алдан.